О том, как живется русским старикам в Чечне, авторы проекта «Свои-чужие» смогли узнать за время непродолжительного пребывания в чеченской столице. Чтобы сформировать свой список неблагополучных и неустроенных людей, Юлия Орлова и Наталья Нестеренко в 2013 году отправились в храм Михаила Архангела в Грозном в праздник Сретения. Десятки людей, оказавшиеся в тот день на службе, автоматически были включены в перечень остро нуждающихся и брошенных на произвол судьбы. Информационной провокацией это был приезд вот этих девушек в республику. Они организовали один благотворительный обед на территории храма Архангела Михаила, где общались с прихожанами, с людьми, которые пришли в тот день на праздник. Это был праздник Сретения. Вот, достаточно большое количество прихожан пришло, около 75 человек участвовало в этом обеде. Вот, они, соответственно, воспользовались этим моментом, собрали информацию с людей, вот, зафиксировали вот эту цифру якобы нуждающихся людей, хотя на самом деле это просто прихожане, которые пришли в этот день на праздник в храм, помолились, и традиционно, есть такая практика, после праздничного богослужения традиционно в храме проходит трапеза. Просто они дополнительно, скажем так, приобрели некоторые продукты на этот стол и, так скажем, внедрились на это мероприятие. Примером того, как государство забывает своих граждан, волонтеры, как они себя называют, выбрали дедушку Мишу. Работаете где-то? Да, нет, пока. Пойду. А? Пойду. Куда? А вон туда. Ну, еще встретимся, Наташа сейчас вернется. Она в храм зашла, сейчас она придет. Все прихожане церкви знают, что мужчина психически нездоров. На все попытки оказать ему какую-либо помощь он отвечает отказом. Человек не совсем здоров. Вот, и они этого нездорового человека взяли за образец якобы русских в Чеченской Республике. Хотя это, естественно, не так, и это как бы легко доказать. Вот. И, используя эту информацию, они сфабриковали достаточно большой материал, который разместили на русском репортере. В своих добрых намерениях помогать людям авторы проекта «Свои-чужие» сначала решили организовать в Грозном ресурсно-досуговый центр для стариков и подали заявку на президентский грант. Однако в правительстве, по всей видимости, решили, что в Чеченской Республике, в которой на протяжении многих лет в мире и согласии проживают представители десятков национальностей, где не зафиксировано ни одного конфликта на национальной почве, идет активный диалог культур, где независимо от этнической принадлежности люди целыми организациями выходят на очистку православных кладбищ, где функционируют этноцентры и, самое главное, не делят людей на своих и чужих, нет необходимости в такой организации. Эти девушки, наверное, все-таки стараются пропиарить себя. Я часто выезжаю за пределы республики по работе и и по своим делам. Тем более, что я представляю казачество в Чеченской Республике. И я вижу, что даже недалеко будем брать, тоже Ставрополье, тот же Воронежский, Белгородские области, где эти старики сидят возле церквей, собирают милостыни, подани. У нас в республике этого нету. Рамзан Ахмадович, я думаю, что один из ведущих хозяйственников в нашей стране. В Чеченской Республике все процветает. Сбор средств ведется на портале planeta.ru под громким заголовком «Поможем русскоговорящим старикам на Кавказе». Юлия Орлова и Наталья Нестеренко рассказывают, как на собранные 900 тысяч рублей они планируют реализовать духовную, благотворительную и даже исследовательскую цели. Мы рассчитываем совершить несколько командировок, ходить к этим нашим подопечным по домам. Очень важно оказывать им заботу, внимание, проводить с ними какие-то интервью. Эти люди пережили войну, они не получили никакой реабилитации, у них в основном нет семей, они брошены родственниками. Все старики сейчас в России, наверное, за исключением кавказских, очень находятся в тяжелом положении, потому что наши традиции, не мне вам рассказывать, отличаются. У вас ваши чеченские старики не брошены, их никогда не бросают. На своей странице в Facebook автор проекта Юлия Орлова приглашает всех желающих на встречу, где она готова ответить на все вопросы о жизни стариков в Чечне. Однако, чтобы получить такую уникальную возможность, необходимо поддержать проект, а это значит заплатить 1500 рублей. Найти последователей ей удалось даже в кругах видных общественных деятелей. Очень серьезная и важная проблема. Речь идет о людях. Их ни много, ни мало, никто не знает точно сколько, но, наверное, исчисляются сотнями. Это русские люди
в Чеченской Республике, конкретно в городе Грозном. Направляя свои средства на сомнительный проект, они не задумываются о судьбах тысяч одиноких людей, которые ежегодно гибнут в стране от рук черных риэлторов. Поисковик Яндекса выдает 2 миллиона ссылок на запрос убийства стариков из-за квартир. Журналист, член Общественной палаты Николай Сванидзе – один из тех, кто спешно поддержал проект. На наш вопрос, на какие данные он опирался, когда призывал помогать обездоленным русским старикам Чеченской Республики, он отвечает, что совсем не владеет информацией. Я не в курсе, насколько верны цифры. Я их не проверял. Если они не соответствуют действительности, если на самом деле там проблема не столь остра, то слава богу, это будет только хорошо. Но сколько бы там ни было людей, насколько бы остра ни была проблема, наверняка эта проблема есть для кого-то. Если кому-то удастся помочь, это уже будет хорошо. Во время военных действий, когда тысячи беженцев бежали из полыхающей огнем республики в Чечне, один на один со своей бедой остались люди, которых не забрали к себе родственники. У многих из них есть дети в других регионах страны, однако по разным причинам ни тогда, ни сегодня они не проявляют заботу о своих близких. Сейчас заботу о них взяли на себя региональные власти и местные чеченцы. В республике, где сильны кровные узы, где младшие всегда помогают старшим, где никогда не оставляют стариков, без разницы, какой они национальной принадлежности, всегда приходят на помощь слабым и немощным. На Кавказе так было испокон веков, и это не установки, навязанные властью, а традиции, которые заложены в каждой чеченской семье. Говорить о такой системной проблеме пожилого населения Чеченской Республики, мне кажется, об этом говорить не приходится. Все-таки у нас и нет домов престарелых, у нас и если общероссийский уровень брать, в этом вопросе у нас мы, конечно, можем гордиться этим. Поэтому, когда речь идет о необходимости помогать старикам, одиноким престарелым, все-таки, мне кажется, эта проблема более острой и актуальной стоит для средней полосы России, и поэтому, мне кажется, было бы любые инициативы реализовывать именно в тех регионах. Социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов в Чеченской Республике занимаются 18 комплексных центров, а также Шалинский психоневрологический интернат и Алпатовский социально-оздоровительный центр для пожилых и инвалидов. Они улучшают социально-бытовые условия престарелых людей, оказывают им медицинские услуги и психологическую помощь. Центр социального обслуживания населения Ленинского района. На нашем обслуживании 1084 человека. Из них одинокие престарелые 286. Большинство из них, проживающие одинокие, есть которые в надомных услугах нуждаются, но отказываются категорически запускать в дом или квартиру социального работника. Тем не менее, с учетом мы их не снимаем. Они у нас получают продуктовые наборы один раз в квартал. Если нужна какая-нибудь юридическая или правовая услуга, там оформление документов, справок и тому подобное, мы им эту помощь тоже оказываем. Старикам здесь место, не без гордости заявляет Валентина Мальсагова. Она была в числе первых, кто вернулся после депортации в чеченскую столицу. С тех пор живет в барском доме на проспекте Путина. После смерти мужа дети уехали во Францию. Она так и осталась в родном городе. Сегодня женщине 83 года. Она с трудом передвигается, но одинокой себя не считает. Ей помогают соцработники и бывшие ученики. Соцработник для меня как сноха. Зовут ее Луиза. Я звоню. Она приходит, я пишу список, что мне взять. Вон там куча лекарств, то, что врачи мне выписывают, тут скорая приходила, там от сердца, давления, вот от ног, там все. Я ей пишу этот целый список. Затем пишу, какие продукты там. 20 лет я работала в школе, да. У меня в классе были дети всех национальностей. И армяне, и азербайджанцы, и чеченцы, и ингуши. Не было различий. Мне стоит сейчас звонок сделать, и все, и любой ученик приедет, куда мне надо поехать. Они говорят, вы скажите, куда повезти, что сделать, и все будет. Валентина Мальсагова считает себя счастливой женщиной. Сегодня она окружена заботой близких ей людей. Любимый и единственный внук живет во Франции, часто навещает бабушку, просит перебраться к нему. Валентина признается, не готова сменить кавказские традиции на демократические ценности Пятой Республики. К тому же в одной из самых современных и экономически развитых стран мира проблема одиночества затрагивает все больше людей. Что касается нашей страны, то здесь, чем ближе к Москве, тем больше проблем у стариков. Как ни странно, вокруг Москвы похуже ситуация. А, например, в Барнауле, например, Владивосток, там как раз очень все неплохо. Нам шлют отчеты, нам шлют фотографии из поездок.
там вот замечательно все. В этой ситуации Николаю Сванидзе и всем, кто своих считает чужими, следовало бы начать с соседнего двора и помочь, к примеру, ветеранам, информация о нападении на которых каждый день появляется в полицейских сводках и выпусках новостей. Медали и ордена времен Великой Отечественной регулярно пополняют черные рынки. Или же обратить свое внимание на стариков, чьи родные и внуки за спиртное готовы отнять у них последние деньги. А Юлии Орловой пора перестать вводить в заблуждение общественность, рассказывая о несуществующих фактах из Чеченской Республики. Видимо, в погоне за славой защитницы притесненных она забыла, что главная задача благотворительности – это реальная помощь людям, а не желание нажиться и сделать себе имя, разжигая межнациональную рознь. Дагмара Кисаева, Динара Мурадова, Хамзат Аюбов, Жамлейл Хаджилиев. Новости.